Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкели. Сегодня вторник, 25 июля, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и в Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, в стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях Алексей Тулбури, политический комментатор и соведущий программы «Триггер» на Журнал ТВ. С ним мы поговорим о том, почему государство не может эффективно бороться с ОПГ в политике. Во второй части выпуска мы поговорим с Лилией Бураковской, журналисткой и ведущей программы «Территория свободы», о языковом скандале, разразившемся на прошлой неделе в Республике Молдова. В третьей части выпуска у нас будет Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. С ним мы поговорим о последнем обстреле Одессы. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с политическим комментатором, соведущим программы «Триггер» на Журнал ТВ Алексеем Тулбури про реинкарнацию партии ШОР формально, да, то есть уже началась кампания по продвижению нового бренда партии ШОР, блока ШОР, да, и вообще как бы какие перспективы у этого всего мероприятия, я предлагаю поговорить с нашим гостем сейчас. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Ну вот, ШОР на этой неделе запустил рекламную кампанию вот этой своей, получается, этого блока «Шанс», да, то есть как он называет, первый элемент «Шанс», что-то там, развитие и так далее, да? То есть сокращенно получается опять ШОР, да, то есть как бы это аббревиатура из 3 слов. Ну, как бы мы понимаем, что это, знаете, как такая гидра, да, то есть ты отрубил голову, она растет опять, да, то есть как бы, если мы можем использовать такой термин. Как вы видите перспективу этого всего и как далеко это все может зайти? Послушайте, мы не раз на эту тему говорили, и я вспоминаю, как раз в рамках вашей передачи мы обсуждали перспективы кандидата ШОР на выборах Башкана. Я тогда взял на себя смелость сказать, что несмотря на то, что этого человека никто не знает, есть шансы кандидату стать Башканом, на что, в общем, ну, совершенно справедливо там были высказаны определенные возражения и аргументы. Но, тем не менее, невероятное случилось. И если эти практики будут продолжаться, а речь идет о прямом подкупе избирателей. Вот сейчас мы знаем, что об этом говорит лидер социалистов. Продолжается растаскивание партии социалистов. Местным избранникам на местах, в частности, в северных районах, может быть и на юге, я не знаю, в северных районах страны предлагают деньги за согласие участвовать в выборах по спискам партии Возрождения. То есть вот это один из очевидных выводов, что партия Возрождения — это не самостоятельная партия, не проект Нестеровского, там, это проект ШОР. То есть Нестеровский — это, значит, подставное лицо. На самом деле ШОР продвигает через эту партию своих людей. И если эти практики не будут каким-то образом прекращены, тут мы свою работу выполняем, мы об этом говорим, предупреждаем людей и так далее, но тут государство, власть должна каким-то образом, значит, предпринять какие-то меры. То есть, естественно, мы будем наблюдать, как представители, будь это блок ШОР, будь это партия Возрождения и так далее, но за этим стоят ШОР, может быть, Плохотнюк в какой-то форме тоже, то, что они сотрудничают. То есть это стоят люди, которые грабили Молдову последние 10-15 лет. Значит, они будут побеждать на местных выборах, в селах, городах и в местных советах и так далее. Да, я думаю, что вполне есть шанс. И повторяю, это противозаконно, но Молдова почему-то не научилась еще, государство не научилось этому противостоять. Это наказывает. Ну, ты наблюдаешь, вот буквально сейчас опять эти разговоры ведутся, как
нарушается закон в Гагаузии, месяц с чем-то идет предвыборная кампания, и то ничего. Побеждает человек, и после этого, значит, Кишинев начинает как-то реагировать. Вот такое мы можем наблюдать и по стране. Посмотрим, что будет в Бельцах. В Бельцах опять хочет, значит, выдвигаться Марина Таубер. Но посмотрим, будет ли принят до конца закон, который, в общем, я его называю законом люстрации. Закон, запрещающий руководству партии ШОР, тем, которые были по спискам, были избраны, баллотироваться на этих выборах и в ближайшие 3 года. Ну, посмотрим, как это все будет работать. Вот этот закон о иллюстрации, о котором вы говорите, да, то есть вы его называете законом о иллюстрации. Напомню, там речь идет о проекте закона, который предложила Олеся Стамати, если я не ошибаюсь, и ее комиссия, которую она возглавляет. Это как получается не то чтобы ответ, а продолжение решения Конституционного суда. Это как бы механизм по реализации решения Конституционного суда, который предусматривает, что люди, которые были членами этой партии, запрещенной Конституционным судом, не имеют права занимать руководящую должность на протяжении 3 лет. Вы видите какие-то препятствия в принятии этого закона? То есть, может ли что-то помешать? Во-первых, я к идее иллюстрации отношусь положительно. Мы пропустили этап постсоветский, то есть та иллюстрация не случилась. Мы пропустили этап постплохотнюковский в отчасти. И сейчас вот первая какая-то попытка все-таки какие-то иллюстрационные меры предпринять, потому что масштаб поражения метастазами преступными, мафиозными государства был настолько, что тут вот такие меры вполне оправданы. Поэтому слово иллюстрация, так сказать, тут ничего страшного в этом нет. Я просто наблюдаю, отвечая на ваш вопрос, я наблюдаю реакции. Я вижу, что высказываются и неправительственные организации, в частности, Промо-Лекс, и другие люди, которые говорят о том, что есть подозрения, есть, в общем, анализ показывает, что вот эти меры могут нарушать фундаментальные права. Вот вы сказали, что государство пока не может бороться. И у меня возникает такой вопрос. Государство в лице политического руководства, а что насчет того, что называется во многих государствах deep state, имеется в виду бюрократия, да, которая очень много в Республике Молдова, она вообще способна, у нее есть какое-то видение, или тут все пока очень плохо? По поводу бюрократии, это очень болезненная тема. Вы задали вопрос, над которым мы должны размышлять. Если вы помните, наверняка помните, вот во времена Плохотнюка звучали такие обвинения в адрес не только Плохотнюка и его окружения, но и бюрократов, которых обслуживают и так далее. В ответ эти люди говорили: нельзя огульно обвинять всех. Мы выполняем свою работу, и, в общем, эти обвинения несправедливы. При этом оппозиция говорила: выступите открыто, если вы против этих практик, которые вам навязывает Плохотнюк, навязывает вот это политическое руководство страны. Выступите открыто против этих практик, потому что вам не нравится то, что происходит, но никто не знает, что вам не нравится. Вы просто обслуживаете этих людей дальше и так далее. То есть вот эта бюрократия, она с одной стороны должна, конечно, быть вне политики, выполнять свои функциональные обязанности. С другой стороны, то, что происходило при Плохотнюке, это было разрушением государства. Это было нарушением деонтологических норм и этой самой бюрократии, которая должна была выполнять свои функции. Не только, как мы говорили, разрушение свободного правосудия, выборы были, но и то, как должна функционировать демократия, потому что об эту бюрократию, прошу прощения, об эту бюрократию ноги вытирали. Их заставляли подписывать какие-то письма. Давайте вспомним только это письмо 600 прокуроров, которые поддержали Плохотнюка. Их заставляли по списку выходить на какие-то проплохотнюковские митинги и так далее. Я не помню ни одной реакции, которая бы вызвала бы какое-то
резонанс вот этой бюрократии против этих практик. То есть эти люди абсолютно бесправны и безмолвны. Что изменилось что-либо? Нет, я не думаю. Я думаю, что эта бюрократия не субъектна. То есть ждать от нее каких-то реакций на нарушение закона, автоматизма в действиях, вот пока не приходится. Тут важно то, что говорит политическая власть, важно вот эти импульсы, которые сверху идут, политическая воля, и тогда бюрократия начинает шевелиться. Но ждать от государственных служащих просто выполнения своих обязанностей, ну где-то это, может быть, работает. Но в общем и целом государство очень слабое, у бюрократии нет этих навыков действовать по закону, потому что их отучили, били по рукам, били по ушам, били по лицу и, в общем, всячески издевались. Вот эти навыки были уничтожены, отбито желание действовать так, как положено. Поэтому бюрократия не субъектна. Для того, чтобы она стала субъектна, должно пройти несколько циклов, несколько каденций. И эту бюрократию надо приучать, из года в год приучать действовать самостоятельно. Это касается и судебной реформы, и прокуратуры, и чиновников в правительстве, и в ЦИКе, и так далее. И они должны поверить в то, что их никто не будет репрессировать за то, что они просто честно выполняют свою работу. И, конечно, стимулировать их надо за то, что они эту работу свою выполняют. Вот такого опыта у Молдовы или у молдавской бюрократии в период независимости нету, к сожалению. Есть совершенно противоположный, когда их приучали быть лояльными, но не приучали выполнять честно свою работу. Вот, в общем, я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Да, ну хорошо, но тогда вот мы видели, что произошло при... Очень многие, да, говорят, что в Америке, допустим, да, как бы вот этим лекарством от дурака является та самая бюрократия, которая не дает политикам, пришедшим к власти, уничтожить те устои, которые... То есть они всячески сопротивляются, используя легальные институты, да, или закон для того, чтобы не дать, там, допустим, какому-то радикальному лидеру взять и убрать или разрушить все до основания. Вот такое, как с вашей точки зрения, когда будет возможно в Республике Молдова, когда бюрократия станет лекарством или защитой от дурака? Ну, вот когда у нас будет такая бюрократия, как на Западе. Мне вот эти фразы еще 20 с чем-то лет назад в Великобритании сказали, что приходят революционеры всякого рода во главе министерства, сейчас будем жить по-новому, увидите, как все будет меняться. И приходит госсекретарь, замминистра и говорит: господин министр, значит, приветствуем вас, поздравляем и так далее, но вот все, что вы хотите сделать, вот из 10 ваших изменений мы одно можем, 9 не можем, потому что вот закон этот такой, тут не позволяют регламенты, тут устав и так далее. Это противоречит тому-то. Вот когда у нас такая бюрократия будет, которая будет субъектна, будет сама по себе ценностна, будет бюрократия, которую никто не будет менять каждый раз, когда меняется власть. У нас же всегда так было. У нас вот эти традиции или люди, которые работают в каких-то государственных учреждениях, они как примары. Любая власть, которая приходит, они в эту, значит, новую партию власти переходят. Наши примары, у которых 3-4 мандата, они побывали во всех партиях власти. Не потому, что они такие беспринципные, а потому что так устроена у нас система, так распределяются деньги, политическое влияние, что если ты не будешь с партией власти, ты мало что сможешь сделать для своего населенного пункта. То же самое и бюрократия. Если ты не проявляешь лояльность открыто, на грани допустимого, даже с нарушением каких-то, значит, норм и законов новой власти, значит, ты рискуешь потерять свою работу или потерять какие-то привилегии, которые связаны с твоей должностью. То есть бюрократия — это придаток политической власти. Это неправильно, фундаментально. И у нас были попытки провести реформы в этом смысле. Помните, когда мы перешли от замминистров госсекретарями, говорили, что эти госсекретари будут вечные, их никто не будет выгонять и так далее, чтобы при первом же повороте повыгоняли и всех госсекретарей, назначили новых, потом опять этих выгнали, опять новых назначили и зачищали
всех, вплоть до начальников отделов, не говорю, что там начальники управления и так далее. Всех зачищали. Поэтому говорить о том, что у нас есть какой-то континуитет, и говорить о том, что у нас есть какая-то традиция бюрократическая, способная сделать эту бюрократию, значит, субъектной, мы не можем. Вот все взаимосвязано. Если оставим эту бюрократию в покое, пусть она выполняет по закону свои обязанности. И при этом те, которые выполняют по закону, их стимулировать, их хвалить. У них должен быть статус. Их должны знать люди, что вот эти чиновники, вот эти госслужащие — это наша гордость. А тех, которые нарушают, их наказывать соответствующим образом. Зачищать систему от таких. А у нас получение государственной или публичной должности — это, значит, способ незаконно обогатиться. Обогащение на государственной службе — это однозначно преступление. У нас, в общем, все так воспринимают госслужбу. Ну, что можно ждать от этой бюрократии, которая ставит задачи, ну, идущие в противоречие с общим интересом, публичным интересом и так далее? Вот вы упомянули, у меня буквально еще два вопроса, я бы хотел попросить вас, высказать свое мнение по этому поводу. Смотрите, первый вопрос. Вы сказали, что сравнить бюрократию с примарами, да, то, что примары, сказали, побывали в разных политических партиях. Тогда с этой точки зрения у меня встречный вопрос. Не переоценивают ли значение местных выборов, да, потому что примары в любом случае меняют политические партии чаще всего свои перчатки, тут не в обиду примаров, да, но имеем, что имеем, да. К тому же, в добавлении к тому же вы сказали, эти прокуроры подписали, помните, да, почти 800 примаров были в демократической партии, из 800 там чем-то 700 были в демократической партии, то есть можно, у них наверняка есть объяснение этому всему, но вот с этой точки зрения, не переоценивают ли значение местных выборов, потому что какая разница, то есть примары-то все равно не по идеологическому принципу избираются. В общем, как правило, не по идеологическому принципу, хотя, конечно, они продвигают какие-то общеидеологического характера какие-то вещи, общенационального даже. Но мы же знаем, что на местных выборах люди концентрируются все-таки на местных проблемах. И те, которые голосуют за примаров и за местных избранников, голосуют, в общем, за конкретных людей. Вот это у нас самые в общем, справедливые выборы. Вне зависимости от того, может быть, в Гагаузии есть своя специфика, но по стране, в общем, часто принадлежность местного избранника к какой-либо партии не является определяющим фактором. Определяющим является... вот с этой точки зрения, извините, мой вопрос уточню, да? Это нам, с моей точки зрения, то есть не переоценивают ли местные выборы с точки зрения демонстрации рейтинга той или иной политической партии? Вот что я хотел у вас. Послушайте, если не совсем так, это все-таки промежуточные выборы. Понимаете, вот в каждой стране там по-разному происходит. У нас промежуточные — это местные, а потом идут другие. Все-таки это некий показатель, потому что если люди, баллотирующиеся на местах, не хотят идти под лозунгом ПАС, это прямой индикатор того, что у ПАС дела не очень хорошо идут. И эти кандидаты знают, что за ПАС, в общем, не будут так массово голосовать, поскольку существует некое разочарование общее по стране. Поэтому уж лучше под знанием другой партии или там независимой и так далее. И наоборот, если увеличится количество местных избранников, прошедших по спискам партии и власти, это свидетельство о том, что нет, у ПАС все в порядке. Значит, люди, в общем, продолжают этой партии верить, она, значит, регистрирует какие-то успехи и так далее. Это, я понимаю ваш вопрос, но даже если люди по различным с различной мотивировкой идут в ту или иную партию, не потому что они верят в эти убеждения, а потому что это выгоднее там, и так далее. Надо другие основания примыкания к той или иной партии, но тем не менее это все равно остается показателем, понимаете? Нет, подождите, тогда тут я прошу прощения, да, то есть тогда тут есть, я вижу некое противоречие.
Вот вы и очень многие говорят, что да, голосуют не за ПАС. И в данном случае на местных выборах не кандидат зависит от партии, а партия зависит от кандидата. Да? Потому что люди голосуют за конкретного человека, которого они знают. Да? Да. И в этом случае, если человек пришел в партию, то получается, что партия ему обещала какие-то плюшки. А если он не пошел от партии, то партия ему никаких плюшек не пообещала. Это не столько связано с рейтингом, я просто пытаюсь рассуждать, да, то есть как бы насколько вообще переоценивают или не переоценивают значимость местных выборов с точки зрения как показателя рейтинга партии. Понимаете, речь может идти не только о плюшках. Речь может идти о том, что после выборов, например, я знаю эту аргументацию кандидатов на местных выборах, мы идем голосуйте за нас, потому что мы идем вместе с партией власти. У нас есть люди в Кишиневе. А люди в Кишиневе это означает, значит, проекты, деньги, трансферты для нашего села или для нашего города. Это очень серьезный аргумент. И наоборот, когда у тебя нет человека в Кишиневе или людей в Кишиневе, тебя простые люди спрашивают, а у тебя в Кишиневе нет людей, откуда у нас будут деньги? Ты говоришь, будешь строить дороги и водопроводы, а деньги откуда возьмешь? И так далее. Но если у правящей партии есть проблемы на общенациональном уровне, проблемы, то есть она буксует по реформам, не выполняет свои обещания и так далее, то в общем этот фактор может и не быть столь важным, что местные кандидаты будут выступать как независимые или как представители других партий и говорить, что вот партия, с которой я иду, на подъеме. Они через некоторое время станут там частью коалиции. Или вот эта партия в прошлом доказала, обещала выполнить. То есть это по-разному все происходит. Но нельзя сказать, что значение местных выборов не очень переоценено. Нет, по результатам местных выборов все-таки можно судить. Вот предыдущие были, конечно, на изломе, потому что 19-й год, там второе место по стране, или даже не второе, по-моему, место по стране заняла Демпартия по количеству избранных мэров и по количеству избранных местных избранников. Первое социалист, второе Демпартия, или ПАС второе, третье вот Демпартия. Вот эти три партии, они, в общем, с огромным отрывом лидировали на местных выборах. Сегодня Демпартии уже нету. Вот нету ее вообще. То есть вот это, конечно, такое фундаментальное изменение ситуации. Вместо партии социалистов рвется в лидеры блок Шор, или как это все будет называться. Вот, по поводу Шора. Да. И то, что он рвется в... Последний вопрос. И то, что этот Шор, блок Шора рвется в лидеры. Невыгодна ли эта ситуация ПАС? Потому что как бы Шор это немножко, это неправильно, это не социалисты, да, то есть которых воспринимали бы нейтрально. Шор явно ассоциируется с организованной преступной группой самого Шора, да, то есть как бы на этом плане у ПАС появляется другой аргумент, почему за них нужно голосовать, даже если они провалили какие-то вещи. Да, этот аргумент очень такой логичный, хорошо сформулированный, но реальность, к сожалению, показывает несколько другую реакцию со стороны избирателей. Вот аргументы, наши аргументы, они правильные и разумные, и с здравым смыслом и так далее, но не очень на них реагируют люди, а на деньги реагируют более живо и более, так сказать, убедительно. Поэтому, ну, может быть, понимаете, я не верю, это аргументы, многие говорят, что вот ПАСу выгодна такая оппозиция, как Шор. Я, в общем, не разделяю это, потому что оппозиция нужна другая, нужна оппозиция, которая все-таки участвует в управлении страной, не выступает против этой страны в принципе, потому что то, что делает Шор, это, в общем, ну, не назовешь промолдавским интересом. Там постоянно референции к Путину, там Россия, не знаю что. Но это явно противоречит национальным интересам нашей страны. Нужна вменяемая оппозиция. Вменяемая. Ну вот мы лишаемся ее, такое ощущение, нет? Как бы вменяемая оппозиция.
Ну почему? Ну мы нельзя сводить оппозицию только к вот этой конгломерату шоровскому, даже не знаю, как его называть, и к партии социалистов, хотя, вот я повторяю, партии социалистов, вы говорите, что более нейтральное восприятие, по-моему, очень пророссийская такая партия, они мало что сделают для того, чтобы от этого уйти. Вот был шанс, вот началась война, очевидно, что происходит в Украине, что Россия не права, Россия совершает военные преступления, то есть есть шанс все-таки перезапустить политический проект, немножко изменить. Но не происходит. Но не происходит. Это происходит, мы не видим. Поэтому вот у партии проблемы есть и будут эти проблемы. Но есть и другие партии. Есть и другие, которых сегодня мало что, у них маленькая поддержка пока, низкая. Но они, наверное, будут развиваться, будут подниматься и так далее. Посмотрим. Ну, надеемся. Господин Тулбри, я благодарю вас, что пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о очередном языковом скандале, который разгорелся в Республике Молдова. Все, наверное, видели, или многие из вас видели то самое видео из больницы, районной клинической больницы РКБ, да, где якобы врач отказался лечить или оперировать пациентку, которая отказалась, в свою очередь, с ним говорить на румынском языке или поприветствовать на румынском языке. Вообще, о языковом расколе в Республике Молдова и вообще как долго это еще будет продолжаться и будоражить умы и души наших сограждан, я предлагаю поговорить с Лилией Бураковской, журналистом, ведущей программы «Территория свободы». Лиля, приветствую тебя. Здравствуйте, Михаил. Лиля, языковой конфликт. В принципе, он лежал в основе всех тех конфликтов, которые мы наблюдали в начале 90-х. Приднестровье появилось на базе языкового конфликта, и Гагаузия возникла на базе языкового конфликта. Почему языковой вопрос до сих пор раскалывает наше общество? У тебя есть ответ на это? Нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Давай я начну с того, что я немножко поправлю тебя, потому что он не отказался, он прооперировал эту пациентку. Да, Более того, на контроль она пришла тоже к нему, сама попросилась. То есть ее абсолютно устроил то, как он ее оперировал, как он ее лечил. То есть там замечаний не было. Второй Там момент... просто прозвучала фраза, да, он как бы так в шутку, я так понимаю, ей... Сначала, давай, история вопроса. Сначала появилось видео, потом появился комментарий этого врача, который Зиару Дегарду у него взял. И он сказал, что разговор был длиннее, что это смонтировано, и самые такие сочные куски были выставлены людям. И тут у меня лично возникло несколько вопросов. Я не поддерживаю такие, даже в шутку, такие выражения. Я не поддерживаю. Это тем более, когда отношения доктор и пациент, это невозможно и недопустимо. Нельзя говорить про калашников, я вас русских ненавижу и так далее. Доктор должен лечить и не воспитывать, и не делать замечания, почему вы владеете или не владеете языком. Тут для меня тоже какие-то моменты, знаешь, неприемлемые и неуместные, и тут необходимо было и приносить официальные извинения, делать замечания доктору, несмотря, понимаешь, мы все граждане Республики Молдова имеем право на свои политические какие-то взгляды, да, мы можем придерживаться, проявлять какую-то гражданскую активность, что-то еще, но не на работе. Врач на работе лечит, учитель в школе учит, мы с тобой занимаемся своей работой, а вне нее мы имеем право на какие-то свои политические взгляды и так далее. Это первое, с чего я хочу начать. То есть я не поддерживаю произошедшее. Но как журналист я не могу не понимать, что если был монтаж и склейка, то все-таки я бы хотела увидеть все видео целиком. Потому что те куски, то, что видела я видела, что пациентка где-то смеялась, где-то как-то реагировала. То есть она не выразила никаким образом то, что ее это где-то оскорбило или испугало или что-то еще. Еще один момент. То есть она воспринимала это как в шутку, да? Такую в шутку это все воспринимала? Ну, то есть там больше вопросов, чем ответов в том, что мы увидели на самом деле. Да.
И третье, отвечая на твой вопрос относительно того, что почему у нас до сих пор разделяют, да потому что это самый простой, понимаешь, самый простой способ нас разделять 30 лет, это на каком языке кто говорит. Мгм. И Ну, это хорошо, использовалось да. всеми властями на протяжении всех лет независимости Молдовы. Я напоминаю, что и во время Плохотнюка, да, когда надо было скрыть какие-то результаты выборов, унионисты выходили на площадь и там начинали. Не все унионисты, я не говорю, что все унионисты сотрудничали с Плохотнюком. Но мы знаем, что были определенные договоренности с определенными политическими персонажами, которые называли себя унионистами. Кем они являются на самом деле, время показало, что конформистами некоторые из них являются. Вот. И они выходили, начинали протестовать, и дальше все внимание уходило на унирию, не хотим унирию, язык и так далее. Все начинали друг друга ненавидеть и забывали и о выборах, и о Плохотнюке, и обо многих других проблемах этой страны. Это лучший способ нас отвлечь от всего, что происходит в стране. Ну хорошо, а общество почему так реагирует? Понимаете, общество, они используют это, потому что общество реагирует. И тут возникает вопрос. Действительно ли существует дискриминация по языковому признаку в Республике Молдова, с твоей точки зрения? Нет ее. Нет у нас такой дискриминации. Я не вижу. Отдельно взятые какие-то единичные моменты на бытовом уровне скорее говорят о шапте андекаса, да, о воспитании каждого отдельно взятого человека. Я не могу говорить, что у нас такая, знаешь, тенденция, дискриминация или так далее. У нас до сих пор существуют и школы, где учатся дети, да, на русском языке. Есть целые регионы, где практически не говорят, в том числе в Гагаузии, да, на румынском языке. И в Кишиневе говорят на 2 языках свободно. Я уверена, что у нас нет этой дискриминации, но у нас есть какое-то абсолютное нежелание признать свою историю во всех ее проявлениях. Понимаешь? Во всех. И в том, что была война, и в том, что мы входили в состав Российской империи, в том, что мы входили в состав Румынского королевства. Вот эта территория, которая сейчас называется Республика Молдова. И то, что наши, да, выходцы с этой земли служили и в румынской армии, и в советской армии. И в том, что был голод, и в том, что были депортации, и во многие другие. У нас как-то, знаешь, одна сторона видит только вот одну часть истории признает, другая только другую часть истории признает. А это все наше прошлое. Все это наше прошлое. И мы должны наконец-то перестать с ним воевать, потому что мы, начиная кусочками выбирать, кому какая часть истории удобна и комфортна, и дальше по цепочке идет: вы нас оккупировали, вы не учите язык, мы вас не оккупировали, мы вас освободили и привезли сюда университеты и стали вас чуть ли не отмывать и просвещать. То есть оскорбление на оскорбление, какие-то фантомные боли, хотя реальная боль, вся история народов, проживающих на территории, вот на этой, которая сейчас называется Республика Молдова, тут было слишком много боли и слишком много было тех событий, которые уничтожали жизни, сламливали человеческое достоинство и многое другое. И мы должны все это принять, все в комплексе, один раз прийти к согласию, что все это в комплексе наше прошлое, наша история. Иначе мы не сможем идти в завтрашний день. Мы так и будем идти вперед, все время оглядываясь назад и бившись головой перед все, что впереди попадается. Но это противоестественно для человека идти вперед, а голова, чтобы смотрела назад. Ну хорошо, а в чем тогда причина того, что люди не хотят говорить на румынском? Государство не дорабатывает? Я не знаю точно, я сомневаюсь, что я могу точно указать общую причину. То, что были плохие программы, которые, кстати, менялись последние годы. И они сделали и разделили в школах, если ты имеешь возможность наблюдать румынский язык, румынскую литературу. И у детей появилась возможность изучать отдельно грамматику, а не только стишочки, да, или читать какие-то произведения. Потому что у меня дети изучают румынский язык в русской школе, у меня есть возможность наблюдать, как менялась программа и так далее. Плюс к этому слишком политизированный вопрос даже названия языка был, и политики слишком много привнесли негатива вообще к этому. Плюс почему-то у нас считалось, что говорить на плохом английском можно, а на плохом румынском стеснялись.
И многие-многие такие, знаешь, совокупные факторы, которые приводили, а потом, когда тебя ж давят и на тебя начинает кто-то политическим мотивом, естественно, да, называть вас там сепаратистским регионом или еще каким-то образом, то это психологически объяснимая ситуация в том числе. Последние годы я знаю, что создаются курсы изучения румынского языка для взрослых, бесплатные по всей стране. Это большой плюс. И я думаю, что если не устраивать очередное политическое шоу, а у нас, к сожалению, предвыборный год, и каждый будет пытаться на этом потоптаться, то люди, которые получают возможность бесплатно изучать язык, они поймут, какие плюсы к ним приходят. Потому что я смотрела видео, где украинские беженцы изучают румынский язык с благодарностью, что это они могут делать бесплатно в Республике Молдова. И я не понимаю, почему здесь люди, которые здесь живут, не хотят этого делать. Да, и вот возникает вопрос, почему у нас еще в стране есть лидеры политических партий, которые отказываются говорить на румынском языке. Возьмем тот же, не знаю, там, тот же Шор, да, который... Он уже не лидер политической партии. Да, он уже лидер там чего-то, организованной преступной группы, да, который был лидером политической партии, да. Тот же Март Ткачук, да, который не говорят на румынском. Почему? Ткачук говорит на румынском языке, это я точно знаю. Он, может быть, и не говорит публично где-то на телевидении, но он говорит. Но это связано еще и с отношением, в том числе и нашей прессы. Если мы говорим о публичных людях, да, я не буду говорить ничего про Шора, потому что не хочу вообще говорить. Я бы хотела, чтобы все вот эти решения Конституционного суда относительно этой партии наконец-то были и Министерством юстиции, и всеми остальными воплощены. Реализованы, да, согласен. Да. Если мы говорим вообще о феномене того, что есть в Молдове политики национального уровня, которые отказываются публично говорить на румынском языке, то, как правило, это связано с тем, что потом из этого будут делать такие, знаешь, новости, стёбы и так далее, да, что прожил здесь всю жизнь, как ему не стыдно так говорить на румынском, или что-то еще, вот такого образа. То есть нужно менять восприятие. В моем кругу мне очень сильно повезло в жизни, потому что я всегда работала с людьми, которые, наоборот, стимулировали, да, они поддерживали. И даже когда я делала какие-то грамматические ошибки, я не стеснялась спросить, а они мне всегда подсказывали. И за всю свою, и в том числе за работу журналиста, меня только 2 раза подкололи по поводу румынского языка, какого-то там произношения или чего-то еще, и то это были мои друзья. Я им сказала всем большое спасибо. Вот. А так нет, люди очень позитивно относились, и я, честно говоря, всегда с большой благодарностью относилась, когда у меня была возможность практиковать язык. И еще третье, не забывай, что есть личные качества каждого человека индивидуально. Кто-то считает, что это его протест или почему, или еще что-то, а кто-то, наоборот, я всегда относилась к этому как к большому плюсу. Плюс допуск информации, ты понимаешь, что происходит, это открывает кучу возможностей. Я считаю, что знание 2 языков, которое было в Молдове, да, естественным вот этим вот нашим билингвизмом, это был нашим огромным плюсом. И когда начинают воевать некоторые, в том числе наши коллеги по цеху, говорят, я больше никогда ни с кем не буду говорить по-русски в Молдове, смотришь на него, думаешь, что ты этим добьешься? Ты думаешь, что ты защищаешь румынский язык, или ты льешь мельницу тем, которые кричат о дискриминации русских в Молдове? Которой на самом деле нет, и ты просто даешь повод говорить об этом. Да. Нет, сам факт, сам феномен того, что вообще допустимо, то, что, допустим, те же страны Балтии, мне сложно представить, чтобы в странах Балтии, в той же Латвии, да, где Рига там практически больше половины русскоязычная, да, тот же Таллин, да, 40% русскоязычные. Там нету политических лидеров, которые не говорили бы либо на эстонском, либо на их публичный дискурс только на национальном или государственном языке. У нас такого нет. То есть у нас вполне возможно и естественно, что есть лидеры, которые не говорят. Допустим, не те же лидеры политических партий. Политики, тот же Односталка, тот же Сухотольский в партии социалистов, не говорят. То есть это, в принципе, не осуждается ни самой политической партией, ни обществом. Люди это принимают. Потому что как строить единую нацию, единое общество, если мы по-прежнему разделены по языковому принципу, и это, в принципе, видно из политического дискурса? Потому что у нас долгое время лукавили. У нас считалось, что живой билингвизм — это тогда, когда одни говорят на румынском, другие на русском, но все друг друга понимают. А на самом деле билингвизм — это тогда, когда ты говоришь на 2 языках. Да.
А у нас происходила периодически подмена понятий. Я себе не представляю, как можно родиться здесь, прожить здесь всю жизнь и элементарно не говорить или не понимать. Вот Ну, в Кишиневе очень много таких людей, кстати, которые не говорят на румынском. Очень много людей, которые живут в Кишиневе, не говорят на нем. Для меня это сложная ситуация, для меня она сложно объяснима. Возможно, не было необходимости, возможно, еще что-то. Но мне кажется, что эти люди себя в чем-то ограничивают. Они становятся зависимы от перевода, они становятся зависимы, не получают напрямую доступ к информации. Да? То есть это ограничивает их качество жизни. Если ты не хочешь, чтобы были какие-то рамки, ограничивающие твое качество жизни в том числе, то ты делаешь какие-то усилия над собой. Хотя я признаю, что есть определенный процент людей, которые в принципе не способны учить никакой язык, и они говорят только на одном языке вообще. Это допустимо, и в каждом обществе есть 1% людей, которые там нет никаких данных способностей выучить второй язык. Очень небольшой, маленький. Это гораздо меньше, чем те люди, которые заявляют о том, что я не могу, я пытался, я не могу. Если ты не можешь, значит, у тебя есть какой-то психологический барьер. У меня вот так всю жизнь происходит с английским языком, я его всю жизнь учу, и мы с ним всю жизнь на «вы», но я это просто уже восприняла и нашла причину, где была причина, почему мне так было сложно с английским разбираться. Если ты очень хочешь чего-то, то, конечно, этого можно добиться. Хорошо, а как ты думаешь, следующие выборы, тема языка будет каким-то образом присутствовать? Будет соблазн использовать его? Обязательно. У нас не было еще ни одной предвыборной кампании, где не играл бы язык. На президентской удалось эту тему замять, не дать ей развиться. На последней президентской кампании, когда Майя Санду обещала быть президентом для всех, и она говорила и на русском, и на румынском, а Игорь Додон говорил пословицами не в тему, как он любит последние пару лет. И на этом фоне она смотрелась, конечно, адекватней. Вот. Сейчас, я думаю, опять возникнет тема языка и тема, что нами правят граждане Румынии, независимо от того, будет речь идти о каком-то маленьком селе, где живут 500 человек, да, или о городе, где живет около миллиона. Я думаю, это попытаются педалировать все. И это самое простое, понимаешь, спорить о нерациональном использовании бюджета, о слишком высоком проценте кредитов, взятых под муниципальный бюджет, да? Спорить о том, что вы некачественно выполняете работы по облагораживанию улиц, или мы считаем, что необходимо больше троллейбусов, чем автобусов. Для этого необходимы какие-то знания, понимаешь? Для этого нужно напрягаться, нужно понимать, о чем ты говоришь. А сказать, что да ты просто не владеешь русским или румынским, или ты ненавидишь нас, потому что я говорю на русском, или вот как некоторые говорят, что у нас прокурора сняли только потому, что он был гагауз, понимаешь? Это самый простой вариант. И вот каждый раз, ах, вы же против нас, вы против нашей нации, вы против нашего языка, вы нас ущемляете, вы нас дискриминируете, и это самое простое. И вот это играет почему-то. Я не могу понять, почему до сих пор люди позволяют так ими манипулировать, вместо того, чтобы обсуждать действительно важные проблемы. Качество воды, качество воздуха, качество выполняемых работ, как расходуются бюджетные средства, рационально или нет, как проводятся тендеры, открытые или нет, кто принимает, какая комиссия принимает выполненные работы, как распределяются маршруты транспортных средств, допустим, в Кишиневе, да, и такие же проблемы на самом деле есть и в Гагаузе, и в Камрате, везде. И везде. И мы вместо того, чтобы говорить об этом, нас уводят на самое простое и примитивное, для того, чтобы мы не задавали лишних вопросов и можно было списывать средства под Сириле Куметру. Нет, просто они пользуются ситуацией. А может ли это быть связано с тем, что это вопрос достоинства? Знаешь, с одной стороны, обрати внимание, что происходит в стране. Все нацменьшинства объединены в такую большую категорию русскоговорящие. И вот эта русскоговорящесть и причастность к этому русскому миру дает им какое-то ощущение превосходства над титульной нацией. Да? То есть, Миш, давай разделим. Я не люблю этот русский нарратив, что все русскоговорящие причастны к русскому миру. Давай разделим. Я русскоговорящая, не имеющая никакого отношения к тому, что сейчас называется русским миром. Я совершенно прозападный по своим взглядам человек. Угу. Это первое. Хотя мой язык первый русский, я закончила школу на русском языке, и я отношу себя и свою семью к русскоговорящим гражданам Республики Молдова.
Хотя мы... Да, кстати, и тут нужно добавить, что все русские этнические, они меньше подвержены российскому нарративу, чем другие представители Я нации, которые этнически, тоже... я тоже не русская. Ну, сейчас же речь не о тебе, Лиля. Да. Теперь второе. Что касается, мы разделили, да, русский мир и русский язык в Молдове. Что касается самоопределения национальных меньшинств, как русскоязычных, оно возникло после того, как распался Советский Союз, и единственный язык тогда связывающий, казалось бы, был русский, да, который знали и гагаузы, и украинцы, и болгары, и поляки, и евреи, и немцы, все проживающие в Республике Молдова. Но постепенно количество людей, владеющих румынским языком, увеличивалось, а количество людей, владеющих русским языком, уменьшалось. И тем более, что мы прекрасно знаем, что выросло целое поколение, которое по-русски почти не говорит. Нет, да, есть такое. И это есть, об этом мало говорится, но это и есть в Республике Молдова. И мне кажется совершенно нормальным, чтобы языком, объединяющим все нации, живущие в Республике Молдова, был румынский язык. Это нормально совершенно. И предать, это не означает, что необходимо отказываться от русского, это не означает, что необходимо отказываться от гагаузского, от украинского или болгарского. Нет. Мне кажется, что это богатство необходимо, наоборот, поддерживать. И я думала, что в Гагаузии люди как раз, если они говорят о своем достоинстве национальном, чтут и любят и уважают свой язык гагаузский. Как в Тараклийском районе болгарский, да, как на севере Молдовы есть целые украинские села, которые говорят на украинском языке, и им никто не запрещает. Более того, кодекс об образовании позволяет и обучаться на родном языке, и обязательно часы родного языка. Это было бы правильно сохранить, если говорим о том, чтобы сохранить свою небольшую, в рамках и так небольшой нашей Республики Молдова, да, группу, потому что учить, поддерживать, развивать, изучать культуру и историю своего народа, знать язык, литературу. Это прекрасно было. Ну, наверное, не хотят. Ну, да, идея сделать румынский язык языком межнационального общения, да, как ты сказала, Нет, ну он же государственный язык. Да, объединяющим. Живя в Молдове, знать язык. И здесь я как-то написала, да, я говорила, что речь идет об уважении к молдаванам. Но здесь не только речь об уважении. Это естественно, что когда ты живешь в какой-то стране, то ты знаешь язык, государственный язык этой страны. Это Уважение к государству прежде всего, да? Государству своему, да. Согласен, Лиля. Мне не нравится, я тебе честно скажу, вот даже вокруг этой истории, которая случилась, с которой мы начали наш разговор, мне очень не понравилась истеризация одной части. Другие сделали его героем и понесли на щите, да, как пример национального достоинства. Хотя я не знаю, как, может быть, даже в шутку использовать, да, что если бы у меня сейчас был Калашников, да, то я бы в тебя выстрелил. Ну, так себе, Юнг. Я бы не хотела с таким столкнуться в этой жизни. Ни в шутку, ни всерьез. Да. Вот. То есть это не геройство. И уважение к языку — это естественный абсолютно процесс. Я считаю, что очень многие моменты у нас, если бы они не были выгодны политикам и не давали дивиденды, и не использовались в том числе в гибридной войне против Республики Молдова, они бы давно ушли на нет. Но они делают нас уязвимыми. Понимаешь? Они просто позволяют нами манипулировать. Лиля, спасибо большое, что согласилась прийти и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть еще. Спасибо, приглашайте. До свидания. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских обществ Украины. С господином Демчогло я предлагаю поговорить, вернее продолжить. На прошлой неделе мы говорили об этом.
продолжить тему обстрелов Одессы и дунайских портов. Вообще, что это значит, как это расценивать и чего ждать дальше? Господин Демчуга, приветствую вас. Добрый день, Заман Хайролсен. Ну, прежде всего, слова поддержки в связи с обстрелами Одессы, которые не прекращаются и теперь стали еще более жестокими, насколько мы видим. Да, попали по Спасскому храму. Да. Главный храм Одессы, памятник ЮНЕСКО. Я так понимаю, не только храм, но и другие памятники архитектуры были обстреляны российскими войсками буквально в конце прошлой недели. Как Одесса пережила это? Давайте несколько слов, если можно, об этом. Ну, честно говоря, это был шок для многих одесситов. Если вы видели обращение мэра Одессы, да, господин Труханов, на русском языком, я бы хотел, чтобы его посмотрели все жители Гагаузии, как бывший чиновник, который считался русскоязычным и поклонником России, стал патриотом Украины. Он был от ОПЗЖ, по-моему, да, от партии Медведчука, если не ошибаюсь. Да, он был от пророссийской партии, пророссийский чиновник, он говорил, что Россия понад усе, как говорится, но война меняет людей, потому что мы имеем с коварным, он не подбирает фразы, мэр Одессы. Если вы видите. Кстати, очень жестко он там, да. То есть он не жестко, он назвал как есть, потому что бомбить больницы, жилые дома, мы уже привыкли, но бомбить храмы, кладбища и памятники архитектуры, вот реально это было в первый раз практически ковровая бомбардировка исторического центра Одессы, где очень серьезно пострадал главный кафедральный собор, который в свое время был разрушен Сталиным, взорвом при сталинском времени, и который в 90-е, начале 2000-х годов вся Одесса, каждый житель Одессы практически участвовал в восстановлении этого храма. 2-3 года все жители Одессы, все предприятия собирали на этот храм, чтобы восстановить его. И сегодня необольшевики сделали свое дело. То, что продолжили сталинское дело. То, что сегодня во главе России необольшевики, можно сказать, которые рушат храмы, которые блокируют порты, хотят голод во всем мире, чтобы был из-за своих там. Но самое главное, знаете, пострадали 26 домов, памятников архитектуры, которые в том числе строили там и российский при российской императрице, то есть дом графа Толстого, там есть перечень, опубликован перечень бывших российских графов, баронов, там, князей, все их как бы исторические здания. Дом науки, очень известное здание для всех одесситов, это Дом науки, где всегда собиралась творческая интеллигенция одесская, где собраны коллекции там 200-300-летних картин, которые там купцы, там князья, там великие меценаты одесские всегда жертвовали в этот Дом науки. То есть она очень сильно пострадала. И на этом месте огромное, я там был вчера, специально туда ходил, огромное в 100 метров, огромное в 100 метров, как это называется? Воронка, представляете? Вот, кстати. Да. А вот Спасо-Преображенский собор, я прошу прощения, да, который был заложен в 1794 году, поэтому он является памятником ЮНЕСКО. И его светил в 2010 году, 21 июля, патриарх Московский и вся Руси, важный штрих. Да? То есть как бы они, получается, не уважают даже то, к чему сами приложили в свое время руку. Да? Я правильно понимаю? Вы знаете, по этому поводу есть высказывание митрополита Одесского, Агафанга, который является тоже награжден, кстати, многими российскими орденами. Он очень красиво высказался. Благословенная вами ракета удачно
попала прямо в наш алтарь, священный алтарь, понимаете? Ужас, ужас. То есть храм, ракету благословил он, Да. храм благословил, знаете, ну, что поделать, если там, знаете, ФСБшники, большевики и параллельные религии, они бомбят все подряд. Я вам скажу, что второй день в этом храме, как говорят, большой меджи. Там сотни, даже нужно, наверное, тысячи людей, добровольцев, волонтеров, которые там все чистят, убирают. Уже все окна там практически заделаны. Мусор, видите, чистый? Да. Вот видите, это, как убирают, как жители Одессы, для них это удар в сердце, понимаете? Вот до этого я вам в эфире говорил, что одесситы ненавидят русский мир. Многие в Гагаузии думали, вот этот девчонка что-то преувеличит. А сегодня эти слова говорит мэр Одессы, бывший пророссийский мэр Одессы. Эти слова говорит. То есть слова девчонка подтверждает лично мэр Одессы. Ну, то есть с каждым таким ударом ненависть к России усиливается, я правильно понимаю, в Одессе? Ну, я вам скажу, что пророссийских в Одессе уже не осталось, это точно. Ненавидящих Россию уже доля очень велика. Практически большинство. Ну, там последний, по-моему, удар был, там 5 ракет, 5 типов ракет. Это Калибр, Х-22, там, в общем, разные, я даже не запомнил название. Я вам скажу, в тот вечер было 4 волны. 4 волны. Я очень хорошо помню, потому что даже я первый раз, это была такая безумная ночь. Это был сплошной бой. Началось все с Ха, потом вторая волна, были шахеды, потом были калибры, и вишенка на торте были ониксы. Оникс это вообще это противокорабельные ракеты, которые должны потопить там корабль, броню корабля. Но русские их переделали, используют теперь по храмам, по памятникам архитектуры. Ничего святого. Хорошо, а у вас есть объяснение? Понятно, здесь сложно, может, даже нет необходимости искать логику, да, но чего они пытаются добиться? Или они просто терроризируют население? Ну, вообще вся прошлая неделя и начало этой недели вот такое. Началось все, вы знаете, с обстрела портов. Да. Пострадал там порт Одесса, порт Черноморск, бывший Ильичевск, портовая инфраструктура. Потом пошли дальше, перед этим обстрелом пострадали припортовые административные здания, то есть пошли уже вглубь город, пострадали рядом с портом, но уже одни здания. В том числе, кстати, пострадало консульство Китая, консульство, не помню, пару консульств, потому что они находятся в центре, между портом и центром. И вот этот последний по обстрелу, это именно города Одессы, это именно исторический центр города. Как бы ситуация, одесситы привыкли, но жестокость наших уже врагов армии Российской Федерации поражает. Жестокость поражает. И плюс мы получили вот прошлой ночью еще обстрел дунайских портов. Ну вот Рени, да, показывали так что. Да, показывают Рени, как раз я вот вижу Рени. Я вам скажу, там в том числе ошибка украинских властей. Я считаю, что изначально все считали, что при Дунаве, Измаил, Рени, Илья, туда никогда не прилетало. Только вот первые недели войны в Арциз там прилетел. И все. Все считали, что Измаил и Рени — это самые безопасные города, даже многие считали, что безопаснее, чем Западная Украина. Туда никогда не прилетало. Если в Западную Украину еще прилетало иногда, то в эти города никогда не прилетало. Да. Мы считали, что это надежная опора. Я знаю, что сейчас полностью тактика меняется. Там, даже генерал Залужный объявил, что украинское Придунавье будет оснащено тоже системой ПВО, как и Одесса, как и Киев. Потому что это сегодня для нас важное направление. Сегодня практически весь экспорт, в том числе зерновой,
идет через Дунайские порты. И Дунайские порты за май месяц сделали 3 миллиона тонн, рекорды 3 миллиона тонн. И основная причина, почему туда тоже был обстрел, то есть Путин сегодня усиленно пытается показать, что зерновой коридор, он вышел из зернового коридора, Украина работает, экспортирует через Дунай. Он сначала обстрелял Одесские порты, Черноморск, Дунайские порты. Он хочет показать, что типа, ребята, давайте со мной, без договора со мной вы ничего не сможете сделать. И он хочет этот договор навязать те условия, которые он хочет. Как... Абсолютно верно. Чтобы к нему, во-первых, пошли на договор, новую форму зерновой сделки сделали на его условиях. Он, кстати, об этом в своей речи и сказал. Мы готовы вернуться к зерновой сделке, но типа вот наши условия, типа откроют свифты российским банкам, аммиак разрешат им торговать и прочее. При этом аммиакопровод, он что-то как-то не ошибается и по аммиакопроводу не бьет, потому что на этом он зарабатывает, я так понимаю. Ну, я вам скажу, по нашей информации, аммиакопровод подорвали ДНРовцы специально. ДНРовцы, ну да, для того, чтобы привлечь внимание. А вот, кстати, примечательно то, что Рени, он уже практически находится через Дунай, получается, Румыния уже, да, а здесь Джурджулеш-то фактически, да, то есть... 400 метров от места падения находится государственная граница Румынии. 400 метров всего лишь. 400 метров. То есть фактически говорят, что они бьют точно, целенаправленно, да, и это не ошибка, да, то есть как это раньше, что у них там неточное оружие, они бьют туда, куда они хотят бить. Ну, если вы знаете систему работы шахедов, они с GPS-датчиками. Они летят туда, вот, ими можно маневрировать, пока ты летишь, но точка, заданная GPS-датчиком, она именно падает туда. Ну, то есть, если они, в принципе, там буквально 400 метров, и уже Румыния была бы фактически втянута в этот конфликт, но имеется в виду в горячую фазу. По идее, ну, Румыния себя тоже, я считаю, показала не очень хорошо. Я бы вместо румын бы, например, сбивал бы их. Да, там траектория полета интересная была. Они не приближались там ближе к границе Румынии. В траектории полета они зашли со стороны там Татар-Бунар, с моря, с Тарбунарского района прошлись там вдалеке 15-20 метров от Дуная. И в последний момент, кстати, со стороны Тулии пошли на Рени. Между селом Нагорное Ренийского района и селом Итулия Молдовы посередине, на территории Молдовы не захватили, но практически в 2-3 километрах от территории Молдовы пролетели, залетели со стороны Рени, со стороны Нагорного и Тулей, со стороны озера Кагул. Хорошо, а вот что нужно для того, чтобы защитить, получается, Южную Бессарабию? Потому что Дунайские порты, очевидно, являются важным транспортным узлом сейчас для Украины, да, для ее экономики и для импорта, прежде всего для экспорта. Я думаю, что система ПВО будет в ближайшие, очень кратчайшие сроки там налажена. И командующий Залужный об этом сам сказал, что мы в ближайшие дни там наладим ту же систему ПВО на Дунае, чтобы до дунайских портов никто не долетал. Ну хорошо, а это вот как бы инфраструктура, вы в прошлый раз в передаче говорили, что в принципе усиленно даже частные компании начинают там развивать свою инфраструктуру. То есть я так понимаю, что перспектива и потенциал у Дуная для Украины он достаточно большой, который еще не освоен, я так понимаю. Да, абсолютно верно. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца, до конца года, по крайней мере, дунайские порты еще процентов на 30-40 могут увеличить свои возможности перевалки. Хорошо, вот в этом контексте, как вы видите будущее зерновой сделки? Что это нам говорит? Что может ли это говорить, вы сказали, что один из возможных вариантов это то, что он пытается навязать переговоры на своих условиях, да? Разрушать инфраструктуру и типа давайте приходите к нам и на наших условиях. Может ли это также означать, что он не хочет возвращаться в зерновую сделку? Нет, однозначно она ему тоже выгодна. Согласно этой сделке, Россия без проблем могла торговать с третьими странами, которые не поддержали санкции. То есть на эти страны не накладывали санкции Евросоюз и США. Второе,
Самое главное это. Второе, в этой же сделке было предусмотрено как бы торговля аммиаком. Практически это нельзя было сделать из-за нарушенного аммиакопровода, который идет через территорию ДНР и через территорию Украины. Так, как бы технически, практически сложновато это было сделать. Но это тоже факт, то, что от этой зерновой сделки в том числе были выгоды России большие. Но вы знаете, желание Путина нагадить намного больше, чем желание получить выгоду от торговли. То есть Россия и руководство России показало, что им лучше сидеть без денег, в санкциях, с проблемами, но, знаете, накакать тебе в душу, извините за выражение. Чем они сейчас занимаются? Ну, экономический аргумент для них не аргумент. То есть они не ищут экономических рационаментов, да? Это политика и самоудовлетворенность, самовлюбленность. И самоутверждение. Господин Чолга, мы желаем одесситам стойкости и в целом Украине. И благодарю вас, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Спасибо большое тоже за поддержку. Дай Бог нам всем здоровья и мира. Спасибо. Саулык, падишах Ларадах. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся завтра в это же время. До свидания.